Лес рубили и про летящие щепки забыли. Десятки нарушений выявили сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии республики. Эта делянка, так называется участок, выделенный под вырубку леса, находится недалеко от Яндари. Территорию Сунжинского лесничества выделили одному из лесорубов. Здесь, согласно договору, арендатор мог вырубить определенное количество деревьев строго по обозначенному диаметру ствола и одной породы – бук. Последнее условие соблюдено, а вот два первых нет. Вот, допустим, у них было заявлено от 44 до 52 сантиметров, а здесь мы, получается, вот если так в среднем даже посчитать, это уже 73 сантиметра. То есть почти два раза. Да, почти 2 раза. Ну, и тут в основном все вот так вот вырублено почти 2 раза выше нормы. То есть, если бы он заявил этот диаметр, нужно было бы заплатить больше, я так понимаю, да, нужно было бы заплатить больше, вот, соответственно, 2 раза больше. В том числе это нарушение прикладываем к общему, да, акту обследования, да, и уже подаем арбитражный суд, чтобы расторгли договор с этим арендатором. Расторгнуть договор аренды можно не только по этому нарушению. Практически от каждого срубленного дерева владелец делянки забрал только нижнюю часть древесины. Здесь много деревьев длиной до нескольких десятков метров, но забрали лишь 3, самые ликвидные. Таким образом, арендатор не хочет связываться с кусками дерева более тонкого диаметра, где есть сучки, а соответственно и цена при реализации меньше. Это грубое нарушение правил и условий, установленных приказами природы России, то есть правил заготовки, в данном случае это 993 приказ. Предпринимателю, если даже разрешено заниматься заготовкой, это же защитные леса, при этом есть установленные правила, которые надо неотъемлемо соблюдать. Но тут надо отметить, отсутствовал контроль, соответствующий контроль за этими действиями. Вот это краткий, понятный ответ мой. Расскажите, вот чем вот это вот дерево, оно им не приглянулось, так сказать, да? Почему они его оставили? Значит, да, это грубое нарушение условий договора. Ни одного это. Откуда она вытекает? То, что он не должен, никакие порубочные остатки на его делянке остаться не должны были. Если он отработал в 2003 году, вот это все, что мы видим, здесь не должно было быть. То есть все зачищен, он приходит, обязан сдать свои лесосеки. Это прописано, это норма договора. В данном случае вот эти действия подпадают под существенное нарушение условий договора, действующего договора. На этом участке в 7 гектаров десятки таких нарушений. Остатки поваленных деревьев здесь лежат на каждом месте, где проводились спил бука. Данное нарушение влияет не только на состояние леса. В случае пожаров не сможет проехать машина, за счет чего разрастается площадь лесного возгорания. Поваленное дерево, оно, во-первых, мешает для проезда лесопожарной техники. Это уже нарушение нормы пожарной безопасности, да, в лесу. Потом санитарная, то есть тоже безопасность нарушена здесь. По условиям договора это все было прописано, и арендатор должен был это все, вот эти все моменты устранять. Не то, что устранять, я так думаю, это дерево специально положили, да, чтобы да, машина проехала? оно как раз таки здесь, чтобы техника не заехала для проверок, там, да, в том числе и оно мешает, заграждает проезд и лесопожарной техники, получается. И вот эти все нарушения, они вот в принципе в общем, если здесь на данный момент то, что посчитали, да, по итогам проверок, более 100 миллионов ущерба здесь уже насчитано именно на этом участке. Всего на территории Ингушетии около 80 тысяч гектаров леса. 14 тысяч из них находились во владениях 16 арендаторов. 6 из них договор расторгнули, так как они неоднократно нарушали закон и вырубали лес. Общий ущерб, если мне память, только по арендным участкам превышает 1 миллиард 200 миллионов. И эти материалы ушли тоже в прокуратуру, в том числе для дачи правовой оценки. Вот конкретно по тем действиям, что мы сделали, отношение только арендатор, который занимается заготовкой. Там есть и иные лесопользователи, которые занимаются не заготовкой. Мы до них не дошли. По этим, что осталось, мы провели больше 30 мероприятий. И осмотровых, и по обращению граждан, и по поручению, в том числе и главы, и министра. В общем, ушло 28 материалов. 28 материалов ушло МВД и прокуратуру республики. И конкретно 2 материала ушло арбитражный суд, в том числе по возмещению и расторжению условий договоров. И отношение остальных
по добровольному возмещению нанесенного вреда. Борьба с черными лесорубами продолжается каждый день. Незаконный ущерб, причиняемый лесным ресурсам, под жестким контролем. Региональные экологи и сотрудники МВД по Ингушетии пытаются поставить в этой проблеме точку и призывают не губить лес. Мы составили план действий. От чего она отталкивалась? Она отталкивалась от поручения главы республики. То есть навести, если элементарно, языком порядок на территории лесного фонда. Был составлен конкретный план действий, приглашены представители прокуратуры МВД и ФСБ, проработали протокол взаимодействия, потом обозначили свои действия, конкретно министерств. В чем они выражались? Выражались они в проверке соблюдения условий действующего договора этих арендаторов. На тот момент республики действовали на основании долгосрочных договоров по заготовке. Где-то 16 участков, 15 арендаторов. Из них после профилактических действий, мероприятий и консультаций 6 арендаторов отказалось. Остальные, да. То есть общая площадь более 13 тысяч гектаров и развернутая под аренду. Осталось почти 10 тысяч. Далее мы начали по 542 приказу Министерства природного ресурса, проработали план действий, делать осмотровые мероприятия. То есть пришли, вот там 1000 гектаров, в данном случае арендатор, смотрим, насколько данный товарищ при осуществлении своей деятельности на лесосеке или на лесном участке арендованном соблюдает условия и правила, утвержденные уполномоченным органом, то есть Минприроды Российской Федерации. К большому сожалению, надо отметить, мы заметили грубейшее нарушение, то, что мы сегодня подтвердили при заключительном лесоакте. Незаконным лесорубам грозит до 7 лет лишения свободы. За последние 2 года в Ингушетии возбуждено несколько десятков уголовных дел. В основном древесину перерабатывают и продают в соседние регионы. За 2022 год министерством выявлено 26 преступлений данной категории. Расследование направлено в суд 18 уголовных дел. Сумма ущерба по расследованным уголовным делам составила свыше 2 миллионов 30 тысяч рублей. При этом возместили на настоящий момент фигуранты по данным преступлениям почти 900 тысяч рублей причиненного ущерба. В 2023 году Министерством внутренних дел по Республике Ингушетия выявлено 17 преступлений, связанных с незаконной рубкой лесных насаждений. В суд направлено 9 уголовных дел в отношении 9 фигурантов. Сумма ущерба по расследованным уголовным делам составляет почти 570 тысяч рублей. Из них фигуранты успели возместить свыше 340 тысяч рублей. В 2024 году за первый квартал Министерством внутренних дел по Республике Ингушетия выявлено уже 10 преступлений, связанных с незаконной рубкой лесных насаждений. В суд направлено 5 уголовных дел в отношении 9 фигурантов. Сумма ущерба по расследованным уголовным делам составляет свыше 160 тысяч рублей. При этом добровольно фигуранты успели возместить почти 260 тысяч рублей причиненного ущерба. Кроме того, в рамках данных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел по Республике Ингушетия изъято свыше 90 ленточных пил, 7 электромоторов, 143 ствола деревьев твердой породы и несколько единиц техники, включая лесовоз с погрузочным манипулятором. Не выходить за рамки объема заготовки – вот главное условие при законной вырубке леса. Весь этот процесс тщательно контролируется, чтобы не нанести ущерб лесному хозяйству. Муслим Ганиев, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.